Не, вот тут там уже все засрали. Ну. Да? Ты довольный. Пойдут пацаны, наверное, назад. Вон лагерь разбил. Трава не схватилась. Ну там страха никак нет. Нет, такой. А наша не заедет сюда. Не, ну сюда приехать ствола есть. Да? Подъем должен. Не, ну это все возьму. Ну что, все? Лагерь перемещается. Красиво. Что следовало ожидать, правильно? Да. Я же где палатка. А можно вас попросить чуть-чуть в стороночку у меня в стриме? Пожалуйста. А, вот постоянно? Спасибо, да. Ну и что-то будет дальше. Так это у вас идет Полемику кто? кого включаем? Ты? Так а вы кто включает? РТ. А, почему вирус? А вон уже ставят палатки.
Скоро залетаем. Ну, у меня точно нет. А кто? Нельзя, нельзя. Это еще ладно, там мы заезжали туда, лес не показывали. Прошлись по лесу. Вынесли, но лес ничего слышали. Да, и так вот обломан. Это хороший квадрат, Я вас понимаю, ну, вопрос у меня понятен. Значит, давайте еще ситуацию разумеем. Я просто вообще, ну, знаете, не совсем свойственно для меня направление, поэтому надо выйти в общественность, квадратный Хорошо, да, я имею в виду, как только будет возможность. Все забрали.
Так, а у вас день рождения было уже? Или... Было. Прошедшего. Да в отпуске был там все. До встречи. Ну там в группе вас. Восьмой день в лагере для беженцев стал поворотным, потому что сегодня впервые такое количество людей пробрались сюда. Как вы уже знаете, сегодня беженцы пытались прорваться через польскую границу. Настолько массово это еще не выглядело. Сейчас объясню, где мы находимся. Вот эта территория, на которой мы сейчас находимся, это польско-белорусская граница. Вот там, где флаги и вдалеке вы видите силовиков в шлемах, это польские пограничники, которые выстроились в такую цепь и, соответственно, не пускают беженцев. Несколько часов назад, когда мы здесь были, лагерь растянут в нескольких сотен метров отсюда, который образовался здесь еще с понедельника. Там мигранты обустраивались, им привозили пищу, воду, они обустроили хижины собственноручно. И сегодня, когда мы приехали, в какой-то момент все стали собираться, все стали семьи, собирали свои палатки, собирали свои вещи, и все вместе в какой-то момент одной большой колонной последовали сюда. Далее здесь беженцы прорвали проволоку и заграждение, которое... сейчас попрошу оператора, вот давай повернем чуть правее. Вот там сейчас, правда, дымка очень плохо видно, но там был забор, который сейчас... Они, конечно, его не сломали, но открыли таким образом, чтобы можно было проходить, потому что ранее здесь была очень сильная давка. И в какой-то момент мигранты заполнили все пространство дальше и просто стали перед польскими силовиками вплотную, можно сказать, их просто сейчас разделяет только забор и проволока. А вот дым, который вы сейчас видите, новый лагерь, судя по всему, они здесь обустраивают. Дело в том, что мы сегодня разговаривали с людьми, спрашивали их, насколько их еще хватит и сколько времени они здесь собираются оставаться. Многие говорят, разные дают ответы, но в целом они готовы быть здесь как и месяц, кто-то говорит, как и неделю, кто-то говорит, что будет здесь до конца, пока не умрет, пока не пропустят, естественно, пока поляки не пропустят беженцев. Ну вот в какой-то момент сначала люди просто сидели на земле, потом стали замерзать, достали свои вещи. И вот видите, потихонечку собрали ветки, ломают ветки, деревья для того, чтобы разжечь костер, потому что очень становится уже холоднее с каждым часом, а вообще в Гродно, в Гродненской области, мы находимся сейчас примерно в 20, наверное, километрах от Гродно, на этой неделе прогнозируют уже минусовую температуру вечером, поэтому, конечно же, если мужчины еще как-то могут просто спать на земле в спальных мешках, которые они взяли с собой, то этого не скажешь о женщинах и детях, которым сейчас гораздо тяжелее, и вот такими способами, всеми возможными средствами они пытаются как-то себя обезопасить, как-то хотя бы, чтобы это было похоже на какие-то более-менее человеческие условия.
нас немножечко... Так, со связью все нормально. Я сейчас зайду, посмотрю в чат. И, соответственно, посмотрю, ой, что вы пишете, дорогие телезрители. Так, ну вот вопрос поступает, где пограничники. Ну, на самом деле, пограничники растянутые, что с этой стороны, с белорусской, по всей территории, что, соответственно, с польской стороны. Там также, я думаю, что на картинке это видно, особенно в месте сбора этой толпы. Вот как раз там и находятся польские пограничники. Они все это время просто стоят, никаких, естественно, никак не общаются с беженцами, ничего не предпринимают, просто стоят, ждут указаний и смотрят на то, как себя ведут мигранты. То есть как бы пока провокаций каких-либо не было, значит, за это время у нас здесь появилось 2 водомета. Вот сейчас вы, наверное, те, кто смотрели с самого начала стрим, слышали, как и видели, как пролетает вертолет. Сейчас пока затишье. Можно сказать, что ситуация более-менее пока стабилизировалась. Это я о том, что люди просто сейчас как-то пытаются обустроить маломальски свой быт, насколько это возможно. Кто-то планирует уходить назад в лагерь, ранее обустроенный, кто-то собирается здесь все время находиться. Ну, то есть вот такие вот настроения у всех разные. По некоторым данным, здесь находится около 2-3,5 тысяч мигрантов. Такие цифры дают и польская погранслужба, и белорусская. Точное количество сказать невозможно, потому что люди все-таки сейчас передвигаются. Началось такое более-менее активное передвижение. Как я уже сказала, кто-то возвращается назад в лагерь, а кто-то остается здесь. Ну и судя по тому, что они обустраивают палатки и разводят костры, а в основном ночью всегда здесь костры, потому что это единственное спасение, когда беженцы могут хотя бы как-то немножечко согреться. Я думаю, что значительная часть, скорее всего, останется здесь ночевать, если ничего не изменится. Уже около недели, 8-й день прошел с того момента, когда беженцы устроили стихийный лагерь. Все это время приходили все больше и больше людей. И, конечно, самый большой дефицит для этих людей сейчас – это питьевая вода, это продукты. Многие, с кем мы сегодня разговаривали, жаловались на то, что, да, воду раздают, конечно, общественники ее привозят, но ее, воду и еду, но ее не хватает на всех, и в основном получают еду в первую очередь, конечно, женщины и дети.
Они там заходят. Не предложили? Камеру знаешь? Что там загоготали? Они там между собой. Неожиданно. Что-то подорвались, да, вот, и КЗ, блядь. Да. Ну. Ой, с ним. Бери ложки.
Ну, кстати, интересно.
Что мужик куда-то? Мясо? Самыми светлыми, да? Они мне со своего не поднимают, я переходил. Думаю, меня дурак. Ты, может быть, и Петя с ними играл? Угу, видишь? Что вчера? У меня праздник с собой.
делать все моментально. Они сейчас поменяются, но не просто не так. Добежит к нам, слушай. Может, не все так. Потому что вдруг отвернуться. Хлоп. И это уже ваши проблемы. Мой верный человек. Кто? Матушка. Гавриила. А что? А что ты так? В хорошем смысле? to learn from each other. This summit is a prime example of how the world should get together virtually to exchange valuable lessons and provide the basis for sharing evidence-based policymaking. The Republic of Korea has maintained a high level of transparency and openness in managing the pandemic and presented a unique example of applying advanced science and ICT in maximizing the efficiency of
coping with the crisis. But in fact, such a decisive and prompt response was possible only because Korea experienced Если мы сейчас уедем. Сюда с ФСРки кого-нибудь, а? Куда? Сюда. Зачем? Ну, если какая-то движуха будет. Так а толку с ней? Ну, чтобы информация была. Ты разобрался с этим? Кабелем? Бензин? Нет? Ну я туда понял. Так, ну сейчас же это, пиши. Надо, не надо. Она будет пока 50 минут, но насколько хватит реальности, я не могу тебе сказать, потому что она может замерзнуть в любой момент отвалиться. Я вот не верю, что нас после 7 часов это Светлана, как это
опять не можно работать. Я сейчас опять не заканчивается батарейка. Говорят, что что-то они там решали будут. А? Говорят, что если они что-то там решали будут. Кто говорит? Чатик пишут. Чатик. Через час. Последнее дерево сломано. Ну, же пилами. Они все выиграли. А, да? Все выиграли.
Как добавиться к нитке? Как добавиться к нитке? Надо иметь телефон на курдском языке. Все ломает, блядь. Ну да. Ходит.
Ну, откуда не работает? Ну, что понимаете, да? Ну, знак. Сказать, оставается на это. Ну, здесь как да. Нормально цены. Российского больше. Я просто на
Короче, хотел ее разрубить. Ну что, не хотят штурмовать, да? Не знаю.
стороны, буквально все, они за несколько минут собрали все свои вещи, покинули такой стихийный лагерь, и направились туда на обещанный но по-прежнему граничные полки и пошло описывать, они все-таки надеются, что Германия даст разрешение Польше вступить их в футбол, но надежды не меньше, поэтому держатся уже здесь буквально бетонным палатки и готовы. Один этаж стоит. Ребята,